В повестке дня итоги прошедшего полугодия. С докладами о проделанной работе выступили начальники центрального аппарата и подведомственных инспекций. Так, общий объем налогов, поступивших в государственный бюджет за первое полугодие 2024 года, составил 2 миллиарда 187 миллионов рублей, при плане в 1 миллиард 894 миллиона рублей. Выполнение плановых показателей 115%. В целом по республике плановые показатели были выполнены по следующим видам налогов и иных платежей в бюджет. Налог на прибыль 113%, план 481 107,8 тысяч рублей, факт 545 725,1 тысяча рублей, динамика 108%. Подоходный налог 125%, при плане 590 355,6 тысяч рублей, факт 739 643,4 тысячи рублей, динамика 113%. НДС 103%, при плане 596 793,4 тысячи рублей, факт 616 685,0 тысяч рублей. Динамика фактических поступлений налоговых платежей за первое полугодие этого года составила 116%. Динамика рассматривается в сравнении показателей отчетного года с показателями аналогичного периода прошлого полугодия. Так, плановые задания за первое полугодие в городе Сухум составили 105%, а объем налогов и других платежей, которые администрирует Министерство налогов, 1 миллиард 129 миллионов рублей. За отчетный период общий объем поступления подоходного налога составил 396 миллионов 913 тысяч рублей. При плане в 328 миллионов 827 тысяч рублей. Процент выполнения составляет 121. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года положительная, составляет 113%. В бюджет поступило больше на сумму 47 миллионов 9 тысяч рублей. Роста сверхплановых показателей по вышеуказанному налогу удалось достичь в результате принятия решения таких организаций, как Амобайл, КДК Девелопмент, Вина и воды Абхазии о распределении прибыли между учредителями и, как следствие, поступлением в бюджет подоходного налога с дивидендов. Ачимчирский район по сравнению с прошлым полугодием опередил свои показатели. Общий объем налогов составил более 74 миллионов рублей. По всем видам налогов, кроме НДС, у города Ачимчира план выполнен. Тоже хочу отметить, за мою бытность, наверное, это впервые. И по налогу на добавленную стоимость у нас отклонение только на 100 тысяч рублей, 99%. Выполнение, это наше упущение. Сумма задолженности на 1.07 у нас 35 миллионов. В основном доля на земельный налог. Есть надежда до конца этого месяца, до конца августа месяца, что 12 миллионов от этой суммы поступит у нас. По Гулырыбскому району зарегистрирован 1401 налогоплательщик, а также 257 юридических лиц и 1494 индивидуальных предпринимателя. Плановые показатели налоговых и иных платежей, администрируемые налоговой инспекцией Гулырыбского района на первое полугодие 2024 года, выполнены на 124%. А с учетом изменений, которые производились в течение года, плановые показатели составили 135%. То есть при плане 59 миллионов 858 тысяч 800 рублей поступления платежей в бюджет района составили 73 миллиона 849 тысяч 100 рублей. Динамика роста поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 35,5%. По Гудаутскому району за первое полугодие этого года в республиканский бюджет поступило 192 миллиона налоговых платежей, при плане 149 миллионов 375 тысяч рублей. Выполнение составило 128%. Динамика роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 136%, то есть плюс 51 миллион 52 тысячи рублей. Но фактором положительной динамики является это открытие новых объектов в сфере размещения туристов и других объектов торговли, а также погашение задолженности. На 1.07.2024 года состоят на учете юридических лиц 600, предоставляют отчетность не более 250 организаций, индивидуальных предпринимателей 2600. Но по непредоставившим отчетности инспекции приостанавливаются операции по счетам, по недоимкам инспекции выставляются инкассовые поручения, а также формируются материалы для передачи в службу судебных исполнителей.
Результаты деятельности Министерства по налогам и сборам за отчетный период охарактеризованы положительными показателями выполнения плановых заданий как по всем видам налоговых платежей по республике, так и в целом по всем территориальным инспекциям. Ульяна Рожкова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.